Таковы главные новости к этому часу. Мы благодарим наших коллег. А сейчас мы приступаем к нашей следующей теме. Продолжается прием заявок для участия в республиканском конкурсе под названием «Новые имена Якутии». Сам конкурс пройдет в январе, и он станет юбилейным 20-м по счету. Подробнее об этом мероприятии мы поговорим с организатором и ведущим данного конкурса Еленой Ким Татариновой. Итак, Елена, доброе утро. Здравствуйте. Ну, отметили мы то, что конкурс проводится уже 20-й раз. Это действительно большой юбилей. И, конечно, поэтому в первую очередь хотелось бы спросить об истории этого конкурса. Когда он начал проводиться и как вообще возникла идея создания этого конкурса? Вообще в 1996 году был проведен самый первый конкурс. Но, в общем-то, было ясно, что этот конкурс нужен. И в 2000 году был проведен конкурс впервые, который назывался «Новые имена Якутии». Он был проведен при поддержке Иветы Николаевны Вороновой, которая возглавляла фонд «Новые имена», международный благотворительный фонд. И поэтому наше название «Новые имена Якутии», оно связано с, так скажем, с тем конкурсом, который она проводила в Москве. И она привезла к нам из Москвы чашу из Гжели, в которой на момент начала конкурса загорается свеча. То есть у нас одинаковые традиции. Ну и, конечно же, мне хотелось бы отметить особую роль фонда Баргары в первые годы организации конкурсов. Он был очень таким верным партнером нашим. Но сейчас мне хотелось бы особо отметить таких партнеров, как ювелирный салон «Керги» и компанию «Камелек», которая предоставила прекрасные призы, которые вот сейчас мы видим здесь на столе. Ну вот, да, видим наши призы, собственно, да, которые получат победители и призеры этого конкурса. Ну, прям как на соревнованиях, да, зажигается чаша, это прям олимпиада для творческих людей. Да, все очень серьезно. Ну что ж, мы говорим об этом конкурсе, и, как я понимаю, в этом конкурсе участвуют творческие люди, которые играют на инструментах, поют и делают все, что связано с музыкой. А если говорить о выпускниках этого конкурса, мы знаем то, что много известных людей, да, в свое время прошли через эту школу, и кого мы можем отметить? Вы знаете, имен очень много. Я просматривала имена лауреатов этих 20 лет. Почти все лауреаты и дипломаты конкурса связали свою жизнь с музыкой профессионально. Многие поступают и продолжают обучение в высшей школе музыки, в Якутском музыкальном колледже, в ведущих вузах в Москве, в Санкт-Петербурге. Ну, из наиболее ярких имен, вы знаете, все яркие. Абсолютно все яркие. И хотелось бы особо отметить, конечно, Александра Корякина, который ныне работает в Германии, Сергея Танина, от которого без ума была швейцарская публика, и в Швейцарии сняли о нем фильм. Обучается сейчас в Базеле, в Московской консерватории, в аспирантуре. Я могу сказать, что это полный состав Государственного ансамбля скрипачей-виртуозы Якутии, что это практически все, кто работает из наших, из якутян, в оркестре филармонии во главе с дирижером Павлом Васьковским. Это солисты театра оперы и балета Зинаида Колодезникова, Софья Матрена Семенова, Захарова Екатерина. И из последних имен Яковлев Никифор. Он учился как пианист, но принял участие в конкурсе как композитор. И в этом году он поступил на композиторский факультет Московской государственной консерватории. Это невероятная победа школы и, я считаю, вообще культуры Якутии. Ну, действительно, талантливый человек должен быть талантлив во всем. Ну, а как говорится, а судьи кто? Да, мы поняли, что участвуют очень перспективные люди, которые позже становятся, добиваются таких успехов, да. А кто же сидит в жюри? Ну, в жюри сидят в основном ведущие преподаватели высшей школы музыки, но также в работе жюри принимают участие профессора, тоже ведущих музыкальных вузов России. И, кстати, хотелось бы отметить, многие думают, что у нас просто конкурс. Выходят дети, выступают. Программа конкурса очень обширна. Она выходит за рамки конкурсных выступлений. Здесь и концерты, и мастер-классы, и дети, которые приезжают из самых отдаленных улусов, самых краев, так скажем, снизу, с юга, из Нерюнгри, с севера, из Тикси, имеют возможность послушать выступления лучших музыкантов Якутии и приехавших из-за пределов Якутии, и побывать на мастер-классах ведущих профессоров.
Ну вот мы говорили, да, о том, что в этом конкурсе вот участвовали люди, которые вот добились больших успехов. И как раз-таки мы сейчас имеем возможность поговорить с одним из победителей этого конкурса. С нами сейчас на прямой связи Сергей Лебедев, директор детской школы искусств номер 2 города Якутска. Как раз-таки недавно он был назначен на эту должность. Он, если не ошибаюсь, лауреат самого первого конкурса «Новые имена Якутии». Итак, Сергей, доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Ну что ж... Действительно, с конкурсом «Новые имена Якутии». Слышно меня, да? Да, слышно прекрасно. Ага, действительно, с конкурсом «Новые имена Якутии» связана вся моя жизнь, потому что именно вот, одержав победу на первом конкурсе, да, вот я уже тогда, это в 2000 году, я уже понял, что, конечно, вся моя жизнь будет связана только с музыкой. На самом деле так и случилось, я сегодня с музыкой, это сегодня моя работа, профессия. Вот, и вот я вот недавно просматривал буклет 2000 года, он у меня сохранился, оказывается, да, вот, действительно, оказывается, я играл такую сложную программу, да, и вот, пользуясь случаем, я хочу, конечно, сказать огромное спасибо педагогу, да, который меня тогда подготовил, это, конечно, ее блестящая работа, это Альбина Ильинична Герасимова, вот. Также, конечно, важно отметить, что в 2015 году этот конкурс вновь определяет мою судьбу. Когда я приезжал, я в то время жил и работал в Красноярске, и по приглашению оргкомитета я приехал на 15-летие этого конкурса. И когда я там играл сольный концерт и был членом жюри номинации «Фортепиано», и Тамара Прокопьевна Сафронова, художественный руководитель конкурса, да, в то время идейный вдохновитель этого конкурса, вот предложила мне приехать работать уже в родную высшую школу музыки. И, собственно, так и случилось. Я с 2015 года в Якутске, и вот я работаю в городе Якутске. Ну что ж, Сергей, действительно, большое спасибо, что подключились к нам, поделились своими впечатлениями. Мы поздравляем вас с этим успехом и продолжаем наш разговор с Селеной. У нас остается совсем мало времени. Вот мы говорим о том, что продолжается, да, прием заявок. Куда подавать заявки? Ну, на сайт Высшей школы музыки. На сайт Высшей школы музыки. Вот. Вы знаете, вот пользуясь тем, что осталось мало времени, мне хотелось бы еще раз отметить роль Тамары Прокопьевны. Действительно, она 17 лет возглавляла конкурс, Тамара Прокопьевна Сафронова. И хотелось бы поблагодарить всех педагогов и учеников, которые принимают участие, которые в эту стужу едут из дальних концов Якутии, работают, репетируют, чтобы принять участие в конкурсе. Ну что ж, большое вам спасибо, что нашли время. Мы желаем вам удачи в организации этого конкурса, ну и в проведении, да, самого мероприятия. Ну а, дорогие друзья, мы напоминаем, что прием заявок у нас идет вплоть до самого конкурса. Он будет в январе. А сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу, после которой мы вернемся. Оставайтесь с нами.